На юге Узбекистана мужчина поджег себя, супругу и 3 детей в автомобиле. Все погибли. В Джитогузском районе оползень смыл дорогу. Бразильянка попытается отобрать титул у Шевченко. Подробности далее. Мужчина 1979 года рождения на автомобиле «Лада» вместе с супругой, сыном и 2 дочерьми, поссорившись, заблокировал двери, облил бензином салон, себя, супругу и детей и зажигалкой поджег всех. Вся семья скончалась, сообщили местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана. Оказавшиеся на месте очевидцы доставили пострадавших в больницу, где их госпитализировали в реанимационное отделение. При этом одна из дочерей осталась в автомобиле и скончалась на месте. Другие члены семьи погибли в медучреждении. 31 июля прокуратура Шахрисабзского района возбудила уголовное дело. Детали происшествия рассказал старший сын семьи, который на время пришел в себя в больнице. В Джитогузском районе сошел оползень. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог. После проливного дождя сошел оползень объемом 500 кубических метров и смыл окраину дороги. Также отмечается, что в результате схода грязекаменных масс под угрозой сноса оказался мост, соединяющий село Джитогуз с Джайлок-Көк-Джайык. На данный момент продолжаются очистительные мероприятия. Чемпионка UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко проведет следующий бой против представительницы Бразилии Дженнифер Майя. Об этом глава организации Дана Уайт заявил на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 5. На прошедшем бойцовском мероприятии 2 августа 31-летняя бразильянка болевым приемом победила шотландку Джоан Кальдервуд. Встреча завершилась в первом раунде. За сегодняшнее выступление представительница Бразилии удостоена бонуса от организаторов за лучшее выступление вечера. На победу бразильянки отреагировала чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории. «До скорой встречи», написала Валентина Шевченко на своей странице в Твиттер. На счету Майи 18 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.